Ja. Mama, ja, dajcie otwieram. Это огромный хлеб, видишь. Огурец. Какая разница, весь ты тишь. خص olacak hadi dengiyor. А, дай вкус это цветом. Я знаю, когда не буду. İyi de şey lamış şu hüddü halı. Hüddü zalsuk. ده شحال صنشوف. Sardı o kuzur hasta. ها؟ Trening. Ha? De. Cevaz otursan. Ha. Затишки. Aha ne? Сумхать. ما تقول طب وار ميحصي. Пила килер касықтан жела. Ахтар что. Со, на любой фарш пила агёх, но пила аг все-таки на любой сумке искрет. А как это эш типа фарш хозяин писок есть? Чем больше не говоришь, а ну? Ах, диyor, soğumuş, erdir, hozmuş edir. Сухохоз. И главное, вож заказ, да, хиджаб, гён. Так, хотела посмотреть, долго ли мы записываем, и уже минут 10 не могу никак его установить обратно на штатив. Так, ты говорила, что у тебя было счастливое детство с бабушкой. Угу. Поэтому бабушка... Ты, по-моему, не видела ролик последний, где она говорит, что ты на нее похожа. А? Ты, по-моему, не смотрела его. Нет, мое лето должно было обязательно с ней пройти. Она говорит, она на меня похожа в ролике. Ты послушай, посмотри, ты ролик стопудово не смотрела. Вернуть бы это. Да, Дила на тебя не похожа, она мне говорит. Я говорю, ну да, я знаю, что она на меня похожа. Она на меня похожа. Я говорю, ну хорошо, хоть сами признаете, что похожи друг на друга. У нас, говорит, характеры вспыльчивые у обеих. Еще какие вспыльчивые? Обидчивые обе. Мы одиночки. Вот, друзья, как мы характеризуем бабушку. Она прохарактеризовала всех моих детей. А теперь мы втихаря бабушку характеризуем. Нет, красивое время было. Дедушка жив был. Дедушка, да. И главное, делай что хочешь. Хоть на его голове сиди. Эти посуду вытаскивали, одежду вытаскивали, игрались. Ему хоть то что. И ни разу не ругал. Да. А я не любила к своей бабушке ездить. Почему? Мне скучно было. Скучно? Мне Она нет. никуда не пускала меня играть, никуда ходить. Ну, играть меня тоже мама не пускала. Но мне у нее, я плакала, я ревела. Мне казалось, что если я, вот меня повезли, я осталась у бабушки, что моя мама, вот пока я приеду, моей мамы не будет. Почему-то вот это представление у меня было. Я вообще человек, который сидит дома по жизни. Все здесь? Нет, сейчас. Никуда не хочу ездить. Вот Мадина в тебя пошла, помнишь, когда она маленькая? Да, Мадина точно так же. Я не хочу никуда и сейчас, и раньше. С ночевкой выезжать вообще не люблю. Ну, ты хоть выезжала? А? Давно нет. Я нет. Я не помню. С ночевкой я была только когда вот вы были маленькие, и тогда к маме ездила с ночевкой. А так нет, я никуда не хожу. Я хоть в час, в 2, в 3 часа ночи, но приеду к себе домой. Но она разрешала детям ко мне приходить. А рядом с моей бабушкой никого не было. Детей не было. Ну, были, наверное, дети, но к нам они не приходили. И я никуда не выходила. И мне приходилось просто сидеть с ней. Она все время пряла пряжу, связала носки. Ну, неинтересно мне. Во-первых, с ней было неинтересно. Во-вторых, я скучала именно по дому, по маме. И Нет. я помню еще, когда я заболела, мне было 7 лет, по-моему. У меня появились на голове, были эти, лишай, короче говоря. И меня положили в больницу, в республиканскую больницу в Владикавказе. И я очень плакала, потому что тоже опять вне дома, как бы, да. Так, смотри, по-моему, толсто, да? Толсто, чуть-чуть. И, может быть,
с этой ручкой как-то отметиться у меня. Ко мне приехал ночью, я помню, откуда-то ехал отец. И приехал ко мне в больницу, заехал. А с детьми никого не разрешали оставаться в больнице. Нет, не видно, надо маркер. И я отцу сказала, отцу сказала, что я когда-нибудь увижу свой дом. И они рано утром, мне еще надо было лежать в больнице, рано утром мама с папой приехали и забрали меня из больницы. Он не оставил маму, пока не поехал за мной, что она сказала так, давай заберем девочку. Ну, да это же у них, у бабушки же умер даже один ребенок. До кого? У твоей мамы, у бабушки. Ну, у них умер первенец. Вот я же говорю, Нет, не первенец, второй. Первенец, Второй, бабушка второй. говорила, что все время это боязнь была. Второй, да. Год, сколько ему было? Было взрослый. 2 годика, по-моему. Ну, она все время говорит, была тогда боязнь, что заболеете, это. Вот так вот. Нет, бабушка интересно было. Мы на речку ходили, на рынок ходили. Ну вы на рынок ходили, у вас Магазины знакомых ходили. много было, вы покупали что-то. Да. А моя бабушка просто сидела дома, ничего. Пряла и пряла. Нет. И к ней старушечки просто приходили. Дети, конечно, не С заходили. огорода все собирала она, мы это продавать ходили. У вас бурные. Вот поэтому вы 2 торгашки. Вы знаете, как они хорошо торгуют обе? У них торговля хорошо идет, я нет. Я как отец работяга. Я могу прополоть, посадить, ухаживать, но только не продавать. Я могу продавать, но только себе в убыток или просто по нолям, чтобы было. Вот так вот, друзья. У папиной бабушки было скучно. Вот там скучно точно было. Там я не любила. Там же много детей было, Нет. наоборот. Там дедушка не разрешал. Там, если он спит, все, сиди смирно, мух считай на окне. Нет, так-то он хороший был, просто он шум не любил. В его понятиях было, вот поставили так, должно быть, а дети-то У любят нас всё. отец не любил, когда вот насильно укладывали детей спать. Ну, вот, да. Обычно. Вот укладываешь детей спать, что я, что сноха. Он заходил, ребенок плачет, не хочет ложиться. Все, он забирал ребенка А меня как кормили? и говорил, а кто авиаворха? А что авиаворха? Наптиоржа, а что авиаворха? Это получается, ну, в люльку уже кладут маленького. Что, засунули тебя? Хотели уложить? В этом плане, короче говоря, забирали. Сноха бесилась, ничего же не можешь сказать. Что ну, спать пора ребенку, а он его вытаскивает. Действительно были хорошие времена, когда родители живы. Баба, как он, баба же была. Два лоточка ты сделал. Да. Выход маленький совсем. Я и говорю, 3 лотка у меня тот раз когда-то делал. Папина бабушка была очень интересная. Тихая такая. Прабабушка? Да. Нет. Ну да, Бабушка тебе была. прабабушка ж получается. Нет. Не, бабушка, папина мама тогда скажи. Да, папина мама. Остальных-то я не помню. Папина бабушка была Да. очень хорошая. Я мутно Худенькая, помню. щупленькая, как ребеночек. Какая? Бабушка уже твоего отца. Эту я ее тоже вот помню. Мы за ней Худенькая такая, смотрели. да, худенькая. Она эти прятала. Портрет. такая. Последний вот. Помнишь? Я это помню. Она все домашние портреты к себе под подушку. Не знаю, но она уже немножко вне себе была в последнее время. Ее я тоже мутно помню. Я думала, бабушка-то папина полная была. Бабушка полная была.
А Она прабабушка была худенькая. Вот самое интересное, эта бабушка, как и я, в муке не любила возиться, а та все время в муке была. А, да. Она все время в муке была. В Не в муке, муке была, а молочке. мучное Ну готовила. вот она все время, вот в моем детстве мне казалось, Да. что она все время в муке. Что она уронила? С пакетами играет. Тут у нас второй Мухаммед, Мгм. малыш. Вот эти вот мое воспоминание с ней. Молоко, мука. Так, ну да, моя свекровь все время делала лепешки, пекла. Так, немножко поправить, докоснусь до телефона. Он у меня срывается, и потом опять приходится минут 10-15 его подравнивать. Не знаю, будет ли вам интересно, но мы с Танзилой, наверное, уже больше часа разговариваем, да? У тебя скорость, конечно, не очень большая, но ничего. Хотя Танзила говорит, если вот так вот готовую отдавать, это вообще не трудно. Да. Действительно, друзья, это очень ускоряет работу по-любому. Это мы сейчас, конечно, уставшие. Но Танзила говорит, клиентов нельзя отпускать, перейдут к другому. Сейчас такая конкуренция. Перейдут к другому. Я говорю, да, а что, давай вы сегодня бы отдохнули, не брали бы никаких заказов. Она говорит, сейчас, если оставить, не делать, то по-любому им же, говорит, нужно, они закажут у другого. Во-первых, ты бесплатную рекламу продукции отправил. Реклама-то идет. Вот, реклама пошла, и со вчерашнего дня пошли заказы, и главное, у нас нет готовой продукции. А самое интересное, знаете, что если им не понравится, они ее не выставляют. В Инстаграме не делают, да, рекламу, делают, если не понравилось. Не делают. Короче, если мы послали, вот ролик у меня уже идет, вчера еще ролик запустили, я не знаю, когда этот ролик зайдет, сегодня, друзья, воскресенье. Вот. Но я никогда такие рекламы не брала, ничего им не занималась, потому что я Инстаграм не раскручиваю, а Танзила работает с Инстаграмом больше. И если... Что я считаю самое главное, да, вот в этих заготовках полуфабрикатов, чтобы мясо было свежее, без лишних добавок. Здесь все идеально. Вчера мы еще ели пельмени, я даже не успела снять. Все моментально закончилось. И там действительно точно так же, да. И мяса было много, кстати. И очень были красивые пельмени. Поэтому, да, Саадолт. Всем вам советую, девочки, от души. Вот такой вот отзыв. Это не один, а там много таких. И это отзыв именно вот рекламы. И Танзила как говорит, если бы ей не понравилось, то она бы не выставила. Обычно как нам рекламу проплатили, нравится, не нравится. Иногда приходится говорить, что это хорошее, да, вот примерно. Но вот они именно вот про еду, тем более, никогда, говорит, не выставят, если им не понравилось. И только один день, через день, по-моему, или на второй день уже пошли заказы именно пельмени, вареники, манты, но у нас их нет в загажнике. И немножко даже было возмущение, зачем вы выставляли, если у вас нет готовой продукции. Я же потеряла Инстаграм-страничку. Да, Вот и у Танзилы сломался телефон, у нее пропала страничка Инстаграма, она ее снова восстанавливает по новой. И пропали некоторые заказчики, хотя уже ищут пути, выходят также. Да. Выходят на связь, уже выходят к ней постоянные заказчики. Поэтому я-то еще могу полениться не делать, но Танзила нет. Видите, чтобы не пропускать своих подписчиков, говорю, заказчиков, приехала сюда, чтобы я ее таскала. Как хорошо, я здесь буду сидеть, сейчас дня один заказывать. И самое главное, сама знаете, что, друзья, говорит? Все, я не уеду, пока я буду вот так, говорит, сидеть здесь. А тот и говорит, хорошо, я сделаю. Скажешь, говорит, хорошо, я сделаю. Через день звонит, ты сделала заказ, а я-то не сделала. Вот сегодня сделаю. А теперь говорит, все, говорит, я не уеду, пока ты не начнешь нормально их делать. Конечно, если бы мне больше делать нечего было, я бы делала заказы, Танзила. Сама знаю, что у меня уйма работы. Вот так вот.
И, друзья, напишите, как вам такой формат нашей болтовни, нашего приготовления пельменей. Ничего интересного, конечно, но воспоминания Танзилы. Ну, конечно, когда делаем свадебный заказ, это просто однозначно не получается снимать. Потому что туда-сюда и ходить, и бегать. Слушай, откуда эта одна муха появилась? Это собака такая, а? Во-первых, ты одна. Ну, действительно, она одна только. Я говорю, когда работаешь. А, я одна, да. А снимать Танзила не любит, она не умеет снимать нормально. Я просила ее поснимать вчера, она говорит, нет, я не умею нормально снимать. Я себя не люблю снимать. Не мое это. Ой. Не мое. Как Аиша там говорит, можешь тебя снять? Нет. Ага. Она тоже сейчас научилась. Тебя может? Нет. Аишка тоже по настроению только разрешает себя снимать. Мы ее с маленькой плохо научили. Как моего Расула. Конечно. Вообще нельзя с ними так. Нельзя, это ты больше их приучаешь. Все им Ага, покупаешь. прям я их приучаю. Мама, когда ты им отказывала? У Расула телефон в руках уже с 6 лет. Ну, я бабушка, наверное, Вот. поэтому... Не поэтому и пользуются. У Расула была привычка, он мультики увидит, или трактор, или экскаватор, или кран какой-то. Все, ему надо было в Кантышево. Подъемный кран. Да, но недолго в Кантышево. Только покупалась эта игрушка, Вот. все, надо было ехать домой. Или... Он терпел, пока вот не Да. поедем, не купим, если даже там день-два надо терпеть, терпел. Но только приобреталась та игрушка, которая ему запала в душу, все, он ехал домой. Она надоест, заново приезжала. Такие вот у нас были Или в парк поехать. отношения. Или Да, куда-то. приезжал обычно как, ну тогда Танзила была разведена, а его привозили там неделю один раз, иногда 2 недели один раз. И была программа, он ехал, вот если там какой-то цирк привезли, или там дельфинариум, или еще что-то, или зоопарк, вот что-то такое, или на аттракционы Танзила, если обещает, повезет. Вот. Выполняли программу, буквально через 5 минут он должен был ехать домой. Все. Но явно было видно, конечно, что ребенок очень страдал от того, что он хотел, чтобы родители были вместе. Это было однозначно. Девочки, я не снимаю Танзилу, потому что она просит ее не снимать. У него даже псориаз выскочил на этом фоне. Поэтому, если есть хоть какая-то возможность Как ты говорила, какая у нас любовь? не расходиться, то... Про нас как ты говорила? Про кого? Про вас? Расул. У нас какая-то особенная, как ты говорила? Не знаю, я уже не помню. Не разлучать детей с родителями, по-любому. О, это я знаю. Вот самое главное это, если даже в разводе. У нас есть очень много даже таких вариантов, что не разрешают маме видеться с ребенком. Есть такое. И мне кажется, это очень глупо. Больно, да, когда они расстаются, больно бывает, это очень даже. Я по себе знаю, когда ребенок уезжает, я прекрасно знаю, могу сказать вам, насколько больно бывает маме, когда уезжает ее ребенок, погостив. Точно так же, наверное, и ребенку было больно. И скажу вам честно, не меньше бывало больно мне смотреть на их обоих. Поэтому, если разводы и свадьбы все от Всевышнего, ну, бывает такое, что разводятся, что теперь поделать. Но разлучать детей с родителями, не давать им видеться, это страшный грех. Спросить меня, да и вообще, по-моему, тоже. Если, конечно, там... Ну, Расула привозили, когда он такой. Нет, его привозили, я не из-за этого говорю, вообще. Его привозили, да. Он даже искал причину, чтобы в школу не пойти. Я маме хочу.
А есть многие такие, которые Расул не вообще и разрешают. дома у нас любимчик Так, почему-то. а что-то не подложила под нее что-то, что ли? Нет? Дома хоть А. сколько детей, там 4, но вот я не знаю почему. Я папу даже спрашиваю, папа, я говорю, он что, особенный? Или Ну, потому какой-то- что, во-первых, он первый внук, единственный сын же у него, у твоего свекра. Во-вторых, опять-таки, он же, сколько получается, 4 года был без материнской любви по-любому. Поэтому, что это? Кошки. Это бабушка, что ли, Мухаммедова сказать? Кошки! Кошки! Я думала, ой, Лили. Это кошки. Чужой кот во дворе. Ага, ага. Это моська, наверное. Нет, Каспер. Да? Каспер. Смотри, какая стойка. А что они смотрят? Они так дерутся. Это, ну, не драка, а вот перед дракой такое. Типа, зачем ты к нам зашел? Ну да, это территория Каспера, а он пришел на его территорию. Мама просила привезти нежного, маленького. Закрой, дверь закрой, они сейчас будут заходить. Котенка. Да, Который он уж, привязал Каспера. он уж нежный у нас, Каспер, недотрога. Каспер вообще не любит, чтобы его даже приласкали. Он у нас кот злюка и недотрога. Раз Аиша там что-то делает, и Браша говорит, ты тоже, говорит, как Каспер. Ну да, Аишка тоже недотрога. Между прочим, у Аиши тоже некоторые вот эти характеры с Расулом, моя детство. То же самое же. Есть сходство. Тоже вот, если что-то купишь, все. Мне нравится, когда она отца просит. Сейчас мне уже жарко. Можно я останусь? А, да, у нас Ага. у них заведено так. Да. Если она хочет остаться, вот у меня, да, вот, приехали, например, на ночевку, а завтра Мадина, ну, сегодня уже едет, например, домой, и нужно спросить отца, позвонить, можно ли останется. Ритуал их. Причем не Мадина должна это сказать, а должна сказать сама Аиша. Позвонить отцу и сказать, папа, я хочу остаться, можно ли я останусь. Это папины любимчики. Так что вот так вот. Папина Слушай, теперь дочка. Танзила мне точно жарко и душно. До сих пор мерзла, а сейчас уже жарко. Папин любимчик. Что-то долго они. Ты правильно говорил, Мадину надо за 2 часа предупредить. Причем там, Мадина, твой сын должен стрижку Не за это, сделать. он уже А это сделал. же не быстро. Фотографии сделать. Ой, у меня сын. Расул тоже поступает в тот же колледж, в котором учится Как Ибрагим. быстро время пролетело. Да, не говори. У меня сын уже будет. Студент. Да. Ну, ему 16 уже, представь. Представляю. И Брашка, и между ними 4 только. 4 годика. Раньше хоть чувствовался разница, а сейчас даже и А сейчас как будто в ровесники, да. рост. Я никогда не думала, что Расул высоким будет. Ну, чуть-чуть пониже он, конечно, Ибрагима, но рост взял. Расул долго был низенький. Да, Долго рост не даже брал. слишком низенький. Вот в прошлом году только начал набирать рост. Нет, а все-таки вдвоем и работать интереснее, представляешь? И снимать интереснее. Вот если бы я сейчас снимала, то я бы не знала, что говорить, и делала бы промотку быстренько. Нет, просто сегодня бабушка сидела, я как-то детство сразу Все вспомнила. вспомнила вместе, да? Ну, у нее был в Карбулаке, ну, после этой войны, огромный, помнишь же, огород какой был? Сколько Да. там всего Огород было? у мамы, конечно, был шикарный. Ой, Во-первых, это ой. был двор, друзья, в котором жили у нас русские раньше. Они уехали. И которые занимались садом и огородом. И там было посажено все. И вообще, вы знаете, как продумано все было Да. хорошо. Сначала первым делом зрела клубника. Да.
Потом была малина, черная смородина, все было. Виноград. Виноград, яблони, белый налив. Короче, каждый фрукт, каждый... И главное, не в огороде росли деревья. А деревья-то отдельно Да, были. сад был отдельно, огородик был Да. отдельно. Я и это самое. Ну, каждый вот что вот одно уходило, второе зрело. И вообще шикарно был, конечно. И огород мама очень... Она и тут, когда жила уже с сыном, тоже у нее красивый огород был. Нет, там большой был. Ну, большой, да, но вообще. И когда мы, это самое, она, ну, вот 4 года, когда вот уехала, жила с сыном, она мне говорит, ну что, чей огород красивее, твой или мой? Утки. И главное, для них даже отдельное место было. Для кур, для уток. Нет, вот это вот именно вот для хозяйства ее это место. Вот Ну, дома. опять-таки, для хозяйства на какое-то время только. Сейчас вообще же там город, возле трассы живут. Но двор был большой. Просто это же не их был. Племянник моего отца, ну, двоюродный брат мой, получается, купил им этот дом просто после того, как они в 92-м году остались без своего дома. Он купил им этот дом, и ну, на время, пока они будут жить, пока не уедут обратно в свой дом. Но так получилось после смерти моего отца. Мой племянник тоже умер, и уже его дети решили все-таки продать этот дом. Поэтому маме пришлось оттуда уйти. Вот так, слушай, дела, наверное, этот ролик будет очень длинным. Ну, всё тогда. Несколько раз я выключала. Чуть-чуть мяса осталось. Вот, видите, мы с вами общались и сделали Это поставь. пельмени. Так, на этот заказ же нам хватает, да? Да, все. О, и уже на намаз пора. Так что давайте, друзья, на сегодня закончим этот влог. Всех благ вам. Спасибо за просмотры, за то, что вы тратите на нас время. Хотя и болтать нельзя, когда азан звучит. Короче, друзья, как-то так у нас сегодня. Друзья, короче, я в больнице уже сдала свои анализы, была у терапевта. Теперь нам нужно к глазному. Что-то ей не понравились мои глаза. Они мне самой не нравились. Сейчас поедем с Танзилой. Танзила, сними мне бахилы, пожалуйста. Тут неизвестно, кто болен больше. Битый, не битого везет. Дымовцева идите. Ты или я? Вот тут вот где-то был частный глазной. Но там очередь всегда бывает. Ой. Если не перекусить, у меня у самой голова болит. У меня сегодня еще и давление идет с утра. Я таблеточку не пила. Анализ сдала, вот выпила таблетку. Сейчас где-нибудь перекусим, наверное. И потом как улисту. Головная боль жуткая, девочки. Девочки, мальчики, друзья, не знаю. Оказывается, меня и мужчины много смотрят, я не знала. Клиники здорового поколения. Призла в регистратуре. Берет мне номерок. К окулисту. Давно мне надо было к глазному врачу, конечно, но я
Все оттягивала, оттягивала. Вообще не люблю ходить к врачам. Совершенно. Все время иду к врачам только в крайнем случае. Так, все, друзья, у окулиста были. Выписала она мне очки, зрение у меня, ну, чуть-чуть шалит, конечно, это я знала, но ничего серьезного. Но еще надо обследоваться, какое-то обследование в другой клинике, ну, правда, не сегодня. Есть у меня немножко начинающаяся катаракта, но она мне сказала, что прям только начинается. Сейчас мне выписали очки, уже другие. Будем заказывать. У меня один глаз видит хуже, один лучше, поэтому очки должны быть разные. Вот так вот. Информируем. Ну все, мы уже заказали очки для меня, потому что очки нужно будет заказывать, потому что у меня один глаз видит хуже, как я сказала, один лучше. И пришли поесть в кафешку. Тензила заказывает роллы. Посидим здесь немножко, потому что Тензиле тоже нужно к врачу, и ей нужно где-то больше получаса ждать. Поэтому не вариант был не перекусить. А так я не люблю, по идее, ходить в кафешки, потому что с Назрани до нашего дома, ну, минут 10-15 езды только. Поэтому зря тратиться даже не хочется на еду в кафе. Ну, роллы я, конечно, поем. Так, нам принесли наши роллы. Горячие, холодные. Еще? А где они? Это холодные же? Эти горячие, эти холодные. Эти холодные? Да. А, да. Нет, это тоже горячие. Да? Да. Сейчас на солнце. Так, принесли еще одни. И вредняшки, которые обеим нам нельзя. И это тоже мне нельзя, между прочим. Между прочим, мне это нельзя. И мне тоже. Последний раз покушай. Последний раз, да?